Представители более чем 500 сельских профессий с этого года имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. О том, кому конкретно положена надбавка, какие условия для этого должны быть соблюдены и как происходит перерасчет, мы спросим сегодня у управляющего отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия Георгия Степанова. Какой размер этой выплаты, которая предусмотрена дополнительно, кому и какой категории селян она положена? С января 2019 года в пенсионном законодательстве появилась новая норма о льготном пенсионном обеспечении для жителей села и работников сельского хозяйства. Надо отметить, что это вообще первое в жизни, в истории советского и российского пенсионного законодательства льгота для селян, для работников сельского хозяйства. Льгота установлена в размере 25% от фиксированной выплаты. На сегодня это повышение составляет 1335 рублей к ежемесячной выплате пенсии. Норма закона вступила в силу с 1 января 2019 года. И на эту повышенную фиксированную выплату могут претендовать лица, которые, первое, отработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве, второе, не менее 30 лет, второе условие – это пенсионер должен быть неработающий, и третье условие – этот пенсионер должен проживать в сельской местности. И поэтому здесь у нас возникает, особенно в городе Якутске, возникают вопросы, потому что по административно-территориальному делению, например, село Пригородное и микрорайон Марха, они относятся к городским поселениям, к территории городского округа Якутск. Но при этом, допустим, села Хатасы, Тулагина, Кильдямсы, допустим, да, они относятся к сельской местности, хотя они входят в состав городского округа. Здесь мы руководствуемся общероссийским классификатором административно-территориальных образований. Ну а не может быть злоупотреблений, скажем так, со стороны тех, кому эта выплата положена, например, быть прописанным все-таки в сельской местности, но по факту проживать в ней? В целях пенсионного обеспечения, да, надо сказать, что сейчас законодательство достаточно либеральное, мы можем смотреть даже не на прописку, а на фактическое местонахождение человека. А фактическое свое местонахождение человек может подтвердить личным обращением в клиентскую службу, допустим, в сельской местности, и написать заявление. Сейчас выплата пенсии, она не так сильно привязана к институту регистрации. А в данном случае мы больше, конечно, обращаем внимание на фактическое местонахождение пенсионера. Ну кроме заявления о причитающейся надбавке, какие еще документы должен предоставить пенсионер? Здесь необходимо отметить, что в течение 2019 года у нас действует переходный период. Мы эту работу начали еще года 3 назад, когда по имеющимся в выплатном пенсионном деле пенсионеров мы высчитывали стаж и определяли его право. И приглашали этих пенсионеров написать заявление на перерасчет. В течение 2019 года, если пенсионер обратится к нам до конца года со всеми необходимыми документами, подтверждающими 3 факта, о которых я говорил, мы ему произведем перерасчет, начиная с 1 января 2019 года. И поэтому даже если этот пенсионер обратится к нам в декабре месяце, мы ему перерасчитаем с января, перерасчет сделаем, и доплатим эти выплаты за весь год. Этот переходный период, он сохраняется только в течение этого года, и это очень важно. Каждый пенсионер должен это знать, мы об этом сообщали в средствах массовой информации, сейчас я повторю. А с 1 января 2020 года здесь будет применяться общее правило перерасчета. Если человек обратится, допустим, в январе 2020 года, то мы ему перерасчет сделаем с 1 февраля 2020 года.
Насколько все-таки жители сельских территорий проинформированы об этих приятных изменениях, скажем так, в их жизни, и какие-то цифры, может быть, уже можно озвучить, сколько уже человек обратилось за такой выплатой и доплатой? Мы использовали все возможные каналы средств массовой информации. И на сегодня уже 3562 пенсионера по республике уже имеют, значит, эту установленную повышенную фиксированную выплату. Но остаются еще проблемы. Допустим, у нас есть обращение ряда категорий работников. Допустим, это касается ветеринаров, звероводов, которые не поименованы в новых утвержденных списках. И сейчас мы разбираемся с этими вопросами, ставим вопросы перед Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с тем, чтобы внести необходимые изменения в эти списки и перечни. Но вопрос очень сложный, вы сами понимаете, да? Мы эту работу начали еще в феврале этого года, когда мы зафиксировали первое обращение. Поэтому вот отдельным категориям, конечно, необходимо будет еще до конца года подождать, будем надеяться на лучшее, но здесь я хочу сказать, что мы, когда принимаем решение об установлении этой повышенной фиксированной выплаты, мы в первую очередь руководствуемся этими списками профессий, должностей, которые утверждает правительство Российской Федерации. Много ли профессий и должностей, вот, о которых вы упомянули, кроме тех 500, еще осталось, скажем так, неохваченными? Здесь в общем вообще касается проблемы, относится это предприятие или нет к сельскохозяйственному. Вот если до 1992 года мы все работы, независимо от наименований, лишь бы она протекала в сельском хозяйстве, мы берем. Вот в положении так написано. Совхоз, допустим, совхоз содержал детский сад, и там были воспитатели. Мы им даже берем зачет в сельскохозяйственный стаж, потому что вся работа, которая была в совхозах, колхозах, она идет в зачет. Проблемы начинаются после 1992 года. А какие это были времена? У нас совхозы все распустились, коллективных хозяйств у нас как таковых не было. Те фермеры, которые, значит, они организовались, крестьянские фермерские хозяйства, мы брали бы их, значит, работу, но там у многих не было уплаты страховых взносов. А главное правило подсчета страхового стажа, в том числе и льготного, это обязательная уплата страховых взносов. Поэтому у нас вопросы возникают особенно по периодам после 90-го года, после 92-го года. Вот эти вопросы мы отрабатываем, конечно. Но ведь на селе работают и врачи, и полицейские, учителя, которые, допустим, содержатся за счет бюджета муниципального образования, они попадают в этот замечательный проект. Я вот начал, значит, с круга лиц, да, на которые распространяется это повышение. Это льгота для работников сельского хозяйства. Все-таки сельского хозяйства. Да, только для работников сельского хозяйства. А что касается вот тех профессий, которые вы назвали, Иван, они и так имеют льготы по своему пенсионному обеспечению. Я сразу вначале сказал, что это первая льгота для работников сельского хозяйства. Да, сельского хозяйства. Это животноводство, это растениеводство, это звероводство. Вот три основные отрасли. Работавшим в этих отраслях сельского хозяйства вот эта льгота и была предусмотрено. Ну вот кроме тех 3 с чем-то тысяч человек, которые уже обратились за этой льготой, по вашим прогнозам, в самое ближайшее время сколько еще сможет ею воспользоваться? Основное требование – это стаж. Вот. И многие люди считают, что не совсем справедливо, что отработав 30 лет в сельском хозяйстве и переехав на старости лет в более лучшие городские, скажем так, комфортные условия, они потеряют это право. Но законодатель, еще раз говорю, определил, что это льгота для сельского хозяйства и для проживающих в настоящее время в сельской местности. Поэтому мы, как правоприменительный орган, обязаны руководствоваться этими нормами закона. Ну что ж, Георгий Михайлович, я благодарю вас за беседу. Огромное спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы.